Всем привет! Решил я такое сделать небольшое видео о удмуртском языке, чем он интересен. Собрать в этом видео, сказать, все аспекты, которые могут быть интересны в этом языке. Но первое, на что обращает внимание, это 15 падежей. Из них 7 местных падежей. Местные падежи выражают расположение в пространстве. Ну, например, падеж, собственно, местный, имеет окончание «ын» и отвечает на вопрос «где». Например, школа, школа-ын в школе. Там Москва, Москва-ын в Москве. Еще есть другие падежи, которые, например, могут выразить отношение от Москвы до Петербурга. Москва-ищен, Петербургoj. Москва-ищен – это от Москвы, называется отдалительный падеж. Петербургoj – это называется предельный падеж, до границы чего. Можно сказать Москва-ищ – это значит из Москвы, это называется исходный падеж. Например, Мон Мыничко Москва-ищ. Я иду или еду из Москвы. И вот с помощью этих падежей выражается точно и кратко выражается вот местоположение, движение и так далее. Кроме того, интересно то, что вот эти падежи, они соответствуют русским предлогам. Но на самом деле предлоги не только падежами выражаются, а еще и послелогом. Что такое послелог? Предлог стоит перед словом, а послелог после слова. Например, выш вылын на полу. Выш это пол, вылын это на. То есть по-русски на стоит перед полом, а по-удмуртски после. Ну это, так скажем, особенность. Теперь дальше переходим к глаголам. Значит, я уже упоминал как-то в одном из видео, есть интересные такие прошедшие времена. Одно очевидное, другое неочевидное. Например, если я говорю «со мениз», он ходил или он пошел, это значит я видел это, я точно знаю, что он ходил. А если я скажу неочевидное прошедшее время, которое оканчивается на «м», в данном случае «со», «мынем», значит, он ходил, но я знаю это со слов других людей, я сам этого не видел. Теперь еще одна интересная особенность глаголов – это суффикс притворности. Ну, по-научному он называется таким страшным словом, немножко словосочетанием, категория притворной модальности. Что это такое? Ну вот возьмем глагол «ужаны» – «работать». И применим вот этот суффикс притворности, он будет «мьящк». «Ужамьящкины» – это значит делать вид, что работаешь. И можно сказать «мон ужамьящкишко». Это значит я делаю вид, что работаю. Видите, вот этот маленький суффикс, небольшой суффикс «мьящк», он содержит в себе вот это значение, которое по-русски нужно выражать несколькими словами. Я делаю вид, что три слова, а здесь просто «мьящк». Мон ужамьящкишко. Я делаю вид, что я работаю. Еще одна особенность в удмуртском языке как агглютинативном, к словам могут как бы приклеиваться, агглютинация это приклеивание буквально, суффиксы один за другим, и они обычно друг друга не изменяют при приклеении, они как-то не сцепляются и на стыках не изменяются. А русский язык флективный, в нем один суффикс или одно окончание может выражать сразу несколько значений. А в удмуртском это разнесено. Один суффикс, одно значение. Пример. Берем слово «река» и образуем дательный падеж множественного числа. Рекам, кому чему. И здесь «ам» одновременно значит и множественное число, и дательный падеж.
В удмуртском языке не так. Например, я беру слово «шур», река, образую множественное число «шур-йос», реки, и дальше присоединяю суффикс дательного падежа «лы», «шур-йос-лы». То есть здесь «йос» множественное число, «лы» дательный падеж. «Шур-йос-лы» это значит рекам. И вот, несмотря на то, что много суффиксов сразу может быть в слове, из-за того, что каждый из них вот так однозначен и легко выделяется, в этом смысле получается, что анализировать слово в удмуртском языке легче, чем в русском. Кроме того, в русском языке ударение часто скачет с одного слога на другой, ну, в разных словах, во-первых, оно может на любой слог падать, а во-вторых, она скачет. Например, река, ударение на последний слог, рекам, ударение на первый слог, вода, воду. То есть вода на последний слог, воду на первый слог. В удмуртском языке в подавляющем большинстве случаев ударение падает на последний слог. И в этом смысле вот произносить слова, ну, знать, как произносить слова, легче. Ну, еще приведу пример, когда много суффиксов. И эти маленькие суффиксы соответствуют иногда целому предложению, ну, такого словосочетания на русском языке из нескольких слов. Но возьмем, например, вот ну, такой пример. Слово «ребенок» – «пинал». Дальше «дети» – «пинал-йос». Я использовал суффикс «йос» для множественного числа. И используем, значит, падеж, лишительный падеж с окончанием «тег», который переводится, отвечает на вопрос «без кого», «без чего». Например, «пинал-йос ты тег» – «без ваших детей». «Йос» – множественное число, «ты» – это значит «ваши», и «тег» – это значит «без». Но еще можно сказать, что в удмуртском вот написание, произношение близко к написанию. Как говорится, как пишется, так и произносится. В русском же у нас есть, например, редукция гласных. Пишем «вода», а читаем «вода». Пишем «водопровод», читаем «водопровод». То есть «о» изменяется на редуцированные гласные, ну, которые напоминают «а». И также вообще-то много разных еще происходит вещей, и иногда кажется, что по-русски как пишешь, так и произносишь, но это неправда. Я забыл сказать, что в русском часто бывает чередование в корнях. Например, печь, пеку, ты печешь. Аналогичный глагол взять глагол пыжены, это значит варить, печь. И здесь корень пыж, вернее, краткая основа, она всегда одинакова. Например, мон пыжичко, я пеку. Тон пыжичкот, ты печешь. Мон пыжи, я пек. Видите, здесь в русском языке е на ё изменилось. Вот такие интересные особенности, которые я сейчас вспомнил. На самом деле их больше, очень много интересных особенностей в удмуртском языке. Вот, и сейчас пока я заканчиваю. Спасибо вам за просмотр.